Антинаркотическую профилактику и пропаганду в муниципалитетах нужно усиливать. На вас лежит особая миссия по оздоровлению общества. Такое заявление сегодня на коллегии регионального управления ФСКН сделал Сергей Гапликов. Абсолютные цифровые показатели у наших наркоборцов ниже прошлогодних, пусть и по объективным причинам, но зато побит рекорд по изъятому зелью. Максим Васильев продолжит. Оперативная обстановка с наркотиками в регионе сегодня не самая благоприятная, но вполне рабочая. При всем своем кадровом голоде наркополицейские решились на смену вектора интересов. С частных арестов и задержаний они переключились на групповые, и этот ход, похоже, сработал. И пусть выявленных преступлений стало меньше, их качество стало выше. Пресечение деятельности преступных групп и в первую очередь их наиболее опасных форм преступных организаций позволило изымать наркотические средства на стадии первичного поступления крупных партий в наш регион. Это позволило значительно увеличить количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ по возбужденным уголовным делам. До 58 килограммов 146 грамм за 2015 год. Аналогичный период прошлого года 33 килограмма 873 грамма. И вот этот показатель, это количество, оно является наибольшим за последние 8 лет. Муниципалитеты должны координировать свою работу вместе с наркополицейскими. Власти на местах к этому вроде как готовы. Сергей Гапликов призвал сделать антинаркотическую политику еще жестче. Руководитель региона дает на это полный карт-бланш. Я просто призываю вас зачистить территорию от всей этой гадости. И чтобы никто, подумав о коме, в содрогающем судорожном состоянии даже не предположил, что сюда можно что-либо завести. Вот тогда эффект работы будет именно тот, на что рассчитывает общество. Где конкретно нужно прибавлять, знает Сергей Бажутов. Прокурор Коми назвал 3 основных направления. Более плотная работа в интернете, тщательная проверка частных плантаций и решительное «нет» поднимающему голову дезоморфину. Наличие дезоморфина в обороте свидетельствует о доступе потребителей в этих городах к кадеин содержащим лекарственным средствам, которые используются для его приготовления. Однако при изучении прокурорами материалов уголовных дел установлено, что причины и условия совершения таких преступлений, в том числе обстоятельств приобретения наркотика, следователями не выясняются. К административной ответственности в прошедшем году по инициативе оперативных служб наркоконтроля за незаконную продажу кадеин содержащих лекарственных средств, ограниченных в обороте, привлечено только 2 лица в городе Усинске. Прокурор призвал наркополицейских чаще привлекать к уголовной ответственности продавцов лекарств. Значит, проводить чаще рейды, контрольные закупки. Бить, что называется, по источникам зла. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.